сегодня я остановлюсь на тех вопросах, которые связаны с средневековой Казанью, относящейся до того времени, когда началось строительство Испанской башни и той истории города, которая уже складывалась в рамках российского государства. Именно до этих событий. Говоря об этом времени, надо сказать, оно, к сожалению, очень фрагментарно и практически не отражено в письменных источниках, за исключением, наверное, одного события, более-менее описанного и представленного. Это взятие города 1552 года. И, безусловно, что было до этого, как это могло быть, оно носило в значительной степени гипотетический характер, и даже если брать историографию, публикации по времени предшествующего событиям 1952 года, мы можем увидеть, что у авторов и письменных источников это практически информация, которая не отражена. Но здесь важно отметить те возможности, которые таит в себе историческая наука, и одно из ее важных направлений – это археология, с развитием тех инструментов, методов, подходов, знаний, накопления, понимания каждой из эпох. Археология стала выступать не меньшей, и в части случаев истории одним из определяющих понимания сложения самого человечества, это для древних периодов относится, и часто в средневековый период рассматривалось часто как вспомогательное, но опять же здесь развитие знаний, опыта, накопленного многими поколениями ученых, позволило выйти на те подходы понимания, получаемых в результате археологических исследований, в реконструкции и осмыслении не только конкретных предметов, но и событий, и их оценки для каждой из периодов и этапов. Говоря об исторической топографии, я несколько остановлюсь вначале на вопросах, связанных с тем, как это исследовалось и на какой основе, на какой базе шло понимание, осмысление тех материалов, которые получались в ходе археологических исследований. И следующий вопрос, это связано непосредственно уже с археологией, которая позволила выйти на ряд новых пониманий и реконструкций Казани этого времени. Говоря об том, как были представлены наше понимание об истории Казани в момент ее основания, здесь надо отметить, что эта проблема, связанная с возникновением Казани, ее местом в истории Восточной Европы, всегда занимала важное место, так как ее роль, которую она сыграла в период Казанского ханства, всегда вызывала к прошлому этого года большой интерес. И такие первые попытки были приняты еще в XVIII веке в известной работе Рычкова, где он, суммируя противоречивые данные в письменных источниках, даже в своей работе называет несколько дат возникновения Казани. В одном случае в своей работе он указывает на XIII век, в другой части указывает на XIV век, а потом и на XV век. Подобная же ситуация наблюдалась и в письменных источниках, и в других материалах, связанных с ранним временем. И, безусловно, последующие работы наших казанских в значительной степени ученых, исследователей, краеведов, это и Чернов, это и Рыбушкин, это работы, связанные исследования Артемьева, работы, вышедшие в казанских ведомостях неизвестного автора, посвященные ранней истории Казани, давали размышления о времени возникновения, и всегда возникала эта дискуссия. Наверное, одно из наиболее такой обобщающих исследований в XIX веке и практически до начала XX – это работа Шпилевского, где он пытается, собрав все имеющиеся письменные источники, выйти к пониманию времени возникновения, и в это же время будет проходить и дискуссия относительно возможного юбилея Казани, ее 500-летия.
И в этих работах закрепляется понимание, что Казань в письменных источниках впервые появляется в XIV веке. Но очень интересная резолюция Общества археологии, истории и этнографии, куда обратилась городская дума Казани с просьбой высказать мнение ученых и исследователей о времени возникновения. Они пишут, что, к сожалению, имеющихся письменных источников недостаточно, и данный факт, указывающий о дате Казани, указывает на время уже существования города, и, возможно, он имеет более древнюю историю. И только последующие исследования позволят нам уточнить этот вопрос, связанный с временем возникновения. Это было в 90-е годы XIX века, и, безусловно, эта тема, она оставалась и присутствовала в работах. Здесь надо отметить, наверное, таких наших крупных исследователей, посвящавших именно этому вопросу свои исследовательские работы. Это и Худякова, особо я отметил бы Николая Филипповича Калинина. Им было начаты первые планомерные работы в Казани. Они начинались в 20-е годы, он первые археологические профессиональные наблюдения в городе проводил. Он участвовал в экспедиции 28-29 года известных советских ученых Башкирова и Бороздина в Казани. Именно тогда были выделены культурные напластования, и Николай Филиппович в его исследованиях и исследованиях авторов этого времени было отмечено, что в Казани имеется культурный слой, который отражает период существования города до XVI века. И он представлен хорошо сохранившимися горизонтами до 1 метра и позволяющий исследовать этот период. И в последующем Николай Филиппович обращался к этой теме и в 40-е, в 50-е годы им велись исследования, был накоплен обширный материал, подготовлена большая им работа «Казань с древнейших времен до XVIII века». Это исключительная по своей ценности и значимости его докторская работа, докторская диссертация. К сожалению, он ее не успел защитить, и она сохранилась в архивах. Теперь вот Казанский Кремль готовит издание этой его работы. Мы надеемся, что сможем увидеть его исследование. В этой работе изложена его концепция видения возникновения города, стадий, этапов развития, как он формировался. Он в этой работе исходил из концепции, что, возможно, на Кремлевском холме еще в XIII веке возникает небольшое поселение, но городом здесь он формируется только к концу XIV века. При этом в исследованиях его одного из близких коллег, друзей, основоположника советского и российского благороведения Алексей Петрович Смирнов, уже тогда в своих работах и в критических переписках с Николаем Филипповичем отмечал, что он рекомендует обратить внимание на нижние горизонты, из которых происходят предметы, имеющие дату не позднее XII века. И в своих работах Алексей Петрович Смирнов уже в 50-е годы отмечал, что Казань как поселение, вероятнее всего, формируется не позднее XII века. И этот их такой научный вопрос, который они задавали друг другу, он оставался открытым и требовал, безусловно, продолжения исследований. И здесь особое место, безусловно, занимают работы, которые инициировал и вел в Казанском Кремле Альфред Хасанович Халиков в начале 70-х годов. Здесь начинаются работы вместе с другим исследователем, казанским известным археологом Львом Сергеевичем Шавохиным. И в результате многолетних работ в течение 70-х годов ежегодно велись почти что здесь работы. Впервые именно в работах Халикова было выделены стратиграфические горизонты, распределенные по периодам и этапам становления города. Именно этапы поселенческой истории в результате жизнедеятельности человека на территории Казанского Кремля шло формирование культурного слоя, то есть слоя жизнедеятельности людей. И им тогда был выделен горизонт, так называемый пятый слой в стратиграфической шкале Казанского Кремля, который Альфред Хасанович датировал не позднее XII века. При этом надо отметить, что в результате его работ было сделано очень важное наблюдение. Оно является одним из основополагающих пониманий и стадий развития города. Им было установлено, что
слои, начавшиеся формироваться на территории Казанского Кремля, имеют свое последовательное, непрерывное накопление. То есть с момента основания до современной истории город развивался на этой территории непрерывно и представлял собой единое поселенческое пространство и историю одного поселения. Второе очень важное наблюдение, которое было сделано Халиком в этот период, он первым нашел остатки первых укреплений Казани, которые связаны именно с этим горизонтом, что подтверждало, что здесь существовал небольшой город площадью около 5 гектар. Для того времени это небольшой средний город, потому что обычно для этого времени, если это был бы маленький замок или что-то, территория была бы намного меньше. 5 гектаров – это очень большая площадь, и на всей ее территории фиксировался культурный слой, указывающий на заселенность ее территории. Это были важные результаты тех работ, которые были сделаны в 70-е годы, и, безусловно, они легли в основу и последующих работ. Альфред Хасанович проводил работы и 80-е, и 90-е годы, вел работы на территории города Казани. Собранные им материалы позволили проследить динамику развития города и остатки фортификационных сооружений и 16 века, остатки укреплений города ханского времени, и высказать гипотезу о как шла динамика развития города, как шло расширение и какие территории и какие объекты локализуются на том пространстве, которое город занимал в XVI веке. К сожалению, его тоже последняя работа при жизни, она не получила свое освещение, была утрачена. К сожалению, текст его книги, которую он готовил, она не сохранилась. Имеются только небольшие фрагменты, там по 10, по 5 страниц. То, что он черновики свои распечатал, он печатал ее на компьютере, компьютер, к сожалению, не сохранился. И диски не сохранились, кстати, фрагменты его книги, хотя отдельные их положения он представил в виде серии статей, но все равно это не цельная работа, которая была им подготовлена. Но также имеем только некоторые его работы, это по исследованиям 70-х годов, ряд отдельных публикаций, которые касаются 80-х годов, а вот такой структурированной работы, к сожалению, он не завершил ее, она не получила возможности увидеть для историков, исследователей и всех интересующихся историей. В 90-е годы работы носили обширный характер на территории Казанского Кремля, они были связаны с реконструкцией и благоустройством территории. Просто вот для понимания я вам назову площади археологических исследований, которые проводились. Вот, Николай Филиппович Калинин за период с 20-х годов до конца 50-х годов площадь исследований археологических на территории Казанского Кремля и прилегающих к нему территорию составила чуть более 200 квадратных метров. Работы Альфреда Хасановича Халикова, который вел эти работы, представляли собой и охватывали площадь где-то около 2500 квадратных метров. Работы, которые были проведены в 80-е, то есть в 2000-е, в конце 90-х и в 2000-е годы составили общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. То есть, если говорить, это где-то около 3 гектар. Для понимания, Казанский Кремль занимает 13 гектар, площадь его застройки с зданиями и сооружениями занимает около 5 гектар. То есть вот исследованность работ этого времени позволила увидеть историю Казанского Кремля. За пределами Казанского Кремля вот к сегодняшнему дню исследовано общей сложностью около 40 тысяч квадратных метров археологическими раскопками в разных частях города. Но это разрозненные материалы, которые проводились за все время исследований, позволили структурировать понимание истории города. И, безусловно, вот эта история становления и развития знаний по археологии Казани, она сегодня дает нам выйти на те вопросы и реконструкции города, начиная с XI века, и проследить, как он развивался и изменялся на каждом из этапов. Безусловно, каждый этап, он иллюстрирует изменения и политического статуса, и изменение его включенности в определенные исторические процессы в регионе, что сказывалось на динамике и особенностях города, о чем я и покажу. Говоря о том, что мы
имеем, вот, исходя из письменных источников, на что можно опираться, как я уже вначале сказал, это в основном материалы, относящиеся к XVI веку, это материалы, представленные в русском летописании, это царственная книга, это Казанский летописец, это Песцова книга 1565-68 года, которая наиболее близка к событиям, которые были связаны с периодом Казанского ханства. Для более ранних периодов это картографические материалы. Надо отметить, что самое раннее появление Казани на картографических материалах, то есть города, где обозначение города, который находился на месте Казани, оно относится к XIV веку, к середине XIV века, в западноевропейских, но название этого города обозначалось латинским обозначением города-крепости и обозначалось Кастарина Кастрома, потому что на латинском крепости, а в 15 веке, там, где находится Казань, будет такая надпись «Кастарина-Казань». Это уже картах 15 века. То есть то, что картографы локализовывали на изгибе Волги в слиянии Казанки, выше устья Камы в Волге, город, и он на всех картах середины XIV века фиксируется под одним названием, а в 15 веке он обозначается Кастромом Кастарина, это, вероятнее всего, как раз указывает на его происхождение. Я не буду сейчас останавливаться на дискуссиях и на вопросах, связанных с происхождением названия Казани, это отдельная большая тема. Вот, если будет интересно, можно будет на эту тему поговорить отдельно, потому что в действительности это материал, требующий отдельного представления. Просто говоря об этих происхождениях и изменениях, оно носит очень важное место в понимании того материала и источников, которые имеются. Говоря о расположении и нахождении Казани и ее локации, надо отметить, что город находится именно на изгибе Волги. С этой стороны открываются хорошие с высокого Кремлевского холма просторы и возможность наблюдать как вверх, так и вниз по Волге. Это, наверное, одно из наиболее таких важных военно-стратегических мест, которое обеспечивало контроль над Волгой. Тем более фарватер Волги именно подходил к этому берегу, и корабли вынуждены были по течению, как идущие сверху, так и вниз, по фарватеру подходить к этому месту. То есть это становилось важным логистическим, торговым, экономическим, военным, политическим местом в регионе. И, безусловно, как я говорил, вот даже если посмотреть по структуре исследованности Казани, вот плотность полевых исследований, которые на территории Казани. Здесь материалы представлены к началу 2000-х годов, сейчас их намного больше, и они отображают большую структуру. Это для того, чтобы вы представляли, мозаика вот этих археологических исследований при своей точечности, она дает хорошую сетку и позволяет увидеть разные части города на разных этапах развития. Город и его место, оно занимало именно стратегическое место и с древнейших времен привлекало к месту как объект для заселения. И с этой точки зрения именно география и местоположение, рельеф Казанского Кремля, слияние рек, существование на его территории больших водных пространств, заболоченных, озерных, это делало его, естественно, неприступной территорией, и высокий холм представлял для этого очень важное место для обеспечения этой безопасности. Если вот посмотрим более ранние периоды и материалы, то на территории Казани представлены материалы, которые относятся к эпохе и палеолита, и мезолита. Наиболее ранняя стоянка древняя на территории Казани, она находится во дворе главного здания Казанского федерального университета. Там одно из древнейших поселений, которое около 20-40 тысяч лет. При этом на территории Казанского Кремля есть и материалы, которые относятся к эпохе мезолита. Это период, охватывающий около 5-7 тысяч лет до нашей эры. И вот эта привлекательность этого места, ее поселенческая, она сохранялась во все периоды. И в эпоху бронзы, в эпоху раннего железа. Говоря об эпохе бронзы, надо отметить, что на территории современной города Казани появляются первые укрепленные поселения.
оно находится недалеко от улицы Новаторов. Это остатки укреплений где-то около 5000 лет. Они сохранились прекрасными валами, укреплениями и представляют очень интересный объект с точки зрения и ландшафтного, с остатками валов, ну и для археологии, так как этот период и материалы представляют большой интерес. Говоря о материалах более позднего времени, очень важную роль составляют картографические материалы. При всей своей структуре и позднему времени в ходе исследований удалось установить, что практически до начала XIX века сохранялись отдельные объекты и периода Казанского ханства. Только к 30-м годам XIX века будет окончательно разобрано здание, которое мы идентифицируем с мечетью Кул-Шариф. Это вот разные виды этих Казани, и здесь очень важна и динамика, и структура, которые позволяют увязывать и планиграфию, и сами объекты. Особенно здесь важно понимание ханского двора. Вот здесь в этой части вот представлен один из планов конца XVII века. Здесь еще существуют и остатки здания мечети Кул-Шариф, здесь еще есть и ханский мавзолей, и ханский дворец, которые будут разобраны где-то в начале XVIII века окончательно и со строительством обер-комендантского дома. Вот этого здания, комплекса. То есть, при этом все эти материалы, они работают именно в совокупности и в структуре исследовательских материалов с археологией. Просто идентифицировать объекты, рассматривать эти карты крайне сложно и затруднительно. При этом важно отметить, что здесь на этих картах отображаются эти изменения, которые претерпевал город в XVII веке. Говоря о исследованиях по Казани, как я говорил, особое место занимает вопросы, относящиеся к событиям 1552 года. И здесь творческий потенциал исследователей был очень разноплановый. Ряд исследователей, в частности, вот в работах Заринского и современных некоторых наших ученых, имеется отрицание существования Казанского Кремля как Кремля, хотя территория города представляет собой достаточно сложную и большую территорию. Современный ряд исследователей вообще отрицает существование посадской части и утверждают только, что существовала территория Казанского Кремля и не было осады посады, и город был очень маленький и небольшой. Это подходы, к сожалению, сложились еще в XIX веке, была очень большая дискуссия наших известных историков, это петербургского военного инженера, ведущего исследователя фортификации Богдановского, и его дискуссия с нашим казанским историком Борисовым в нескольких публикациях сохранила вот вопросы понимания топографии города. Здесь вот наверху представлен вариант структуры Казани и ее размещения, который предполагал Николай Филиппович Калинин. Он включал сюда часть своих археологических материалов. К сожалению, его предположения при последующих исследованиях претерпели изменения. Я это показываю вот в том многообразии подходов, которые существовали в исторической науке при определении топографии структуры города. И в этих материалах видна вся та живость дискуссий, которая была вызвана ограниченностью письменных источников, потому что их было недостаточно, и исследователи, работая над этими документами, реконструировали тот образ, который получался. И, конечно, вот именно работы по археологии позволили выйти на понимание этих вопросов. Период средневековый Казанского, то есть период средневековья с древности до Казанского ханства, он показывает, что нам сегодняшнее исследование зона распространения культурного слоя и локализация отдельных объектов, которые существовали на территории города Казани по уровню исследованности на сегодняшний день. И центральная часть города, она к периоду середины XVI века занимала около 270-300 гектаров. Это вместе с укрепленным посадом и неукрепленными предместьями. Укрепленный посад по нашим исследованиям он занимает где-то около 70
гектар, а Кремль представляет собой территорию около 10 гектар. Но мы с вами сейчас остановимся чуть-чуть на более ранних периодах, на топографии и структуре Казани XI-XII века. Говоря о этом времени, надо сказать, что город, как я говорил, представлял собой очень сильно защищенную крепость. Город возникает в XI веке, его возникновение связано с рядом обстоятельств, вызванных с изменениями внешних факторов. В этот период Волжская Болгария, которая свои торговые интересы направляла далеко до Балтики, входит в очень сильное противостояние с усилившимся и игравшим все большую роль русскими княжествами, особенно с Владимиром Суздальским княжеством, с эпохой Юрия Долгорукова, Андрея Боголюбского. И, безусловно, эти противостояния, они отображены в письменных источниках. И стремление создать определенные военные рубежи для безопасности внутренних районов Волжской Болгарии строятся крепости, и в этот период возникает и Казань. Мы фиксируем в территории города перед началом ее построения, вероятнее всего, рос лес. Это получается по результатам исследования остатков спор. Лес был сожжен, если вот поэтому видно, что нижняя часть фотографии имеет темный цвет. Это слой угля и сажи, который сформировался в результате сожжения леса. После расчистки площадки на Кремле начинается строительство холма и возводится вал. Вот здесь видно вот оранжевым цветом изображен возвышение вала. Она имела высоту около 3 метров, в основании где-то около 10-12 метров. С глубоким рвом, вот здесь видно углубление рва, ров имел ширину более 20 метров и глубиной также более 15 метров. Это Тизицкий овраг, известный по более поздним источникам и описаниям Казанского Кремля. Он засыпается к концу 18 века. Вот здесь вот видна деревянная мостовая, вот она здесь, разрезанные бревна. Это мостовая, и он окончательно был засыпан только к второй половине 18 века и функционировал как территория уже ровной относительно площадки в Казанском Кремле. При этом надо отметить, что сначала были древоземляные укрепления, а в последующем будут возведены еще каменные укрепления, которые будут проходить по периметру. Я вам покажу, как они выявлены были в ходе археологического времени. Возведение каменных стен относится к концу 12-го, началу 13 века. По радиоуглеродным датам мы фиксируем достаточно широкий слой пожара в разных участках крепости, относящийся к концу 12-го, началу 13 века. Это особый период, когда были многочисленные походы Владимира Суздальских князей, Андрея Боголюбского и Всеволода Большого Гнездо. Вероятнее, в одном из походов город был взят, но потом он сразу отстраивается и уже строится с каменным укреплением. Вот здесь вот на этой фотографии вот видна такая каменная конструкция. Это как раз въездные ворота в Казанский Кремль, построенный в конце 12-го, начала 13 века. С ранним горизонтом представлен широкий комплекс вещевого материала, показывающий о повседневной жизни и быте людей в Казанском Кремле. Это керамика, которая бытовала в период X и уходит из употребления в начале XI века. То есть это как раз тот период, когда возникал город, и по комплексу вещей и материалов мы можем говорить о том, что именно в это время и возникает поселение где-то в начале XI века. Это материалы, связанные, относящиеся к вооружению воинов, бытовые предметы, детали женской украшения, бусы, подвески различные, у которых тоже хронологический ряд укладывается на период X-го, начала XI века, указывающий на... И это совпадает, в принципе, и с радиоуглеродными датами, которые были получены в ходе исследований горизонта уничтожения леса на этой территории. Вот эти все самые предметы, это вот предметы вооружения, предметы украшения, импортная посуда, поступавшая на эту территорию. Эти предметы, ряд из них имеет более широкую дату, отображающую историю города весь домонгольский период, 11-12, начале 13 века. Здесь вот как раз я говорил, это остатки каменных укреплений,
которые были выявлены в разных частях города по периметру. Сохранившаяся высота в отдельных участках достигает до 2–1,5 метров. Это кладка из плетника. Ширина стены достигала где-то около 2–2,5 метров. Где-то в 15 веке, вот на этой фотографии видно, стена обрушилась по склону холма, и мы по всему периметру видим следы разрушения стены. Вероятнее всего, это было вызвано ветхостью и естественным процессом разрушения. Каких-либо преднамеренных таких разрушений мы не фиксируем. В этот же период строится очень интересная каменная башня. Вот она около башни Сиубеки. Один фундамент ее сегодня законсервирован, его можно увидеть. Это остатки квадратной башни 3,5 на 3,5 метра. Глубина фундамента где-то около 4 метров. Указывает, что башня была очень высокой. Чтобы такой фундамент сделать, они изначально строили для башни. То есть история вот этой вертикали, которая связана с башней Сиубеки, она уходит еще в 12, а возможно в 11 век, когда, вероятно, она была деревянная, а в 12 веке была перестроена. Эта башня просуществовала тоже до 15 века. На ее фундаменте, частично ее фундамент использован для фундамента мавзолея казанских ханов. Это предметы, которые относятся к эпохе уже золотоордынского времени. Это так называемая кашинная поливная керамика, поступавшая на территорию города с Нижнего Поволжья и Центральной Азии. Мы отмечаем, что, и о чем я и говорил, Альфред Хасанович, последовательность развития города. Каждая эпоха представлена теми предметами, которые возникали и доминировали в тот или иной период. Подобный тип изделий возникает где-то к концу 13-го, началу 14 века и получает широкое распространение во всех городах Восточной Европы в это время. Город в это время оказывается утрачивает ту свою роль, которую играл в Волжской Болгарии, пограничной крепости. В период Улуса Джучи, Золотой Орды, пограничные те противоречия, которые существовали между Владимиро-Суздальскими князьями и Волжской Болгарией, уходят, и возникает новое политическое пространство. Город становится частью волжской торговли, и он функционирует в тех размерах, которые формируются в укреплениях до монгольского времени. При этом посад и территория города расширяется. Мы отмечаем материал вот такого круга по всему Кремлевскому холму до того места, где сейчас находится главное здание университета, а также на территории, где находится Богородицкий монастырь. Вот эти территории в период 14-15 века постепенно начинают осваиваться и заселяться. Остатки жизнедеятельности людей, их бытования представлены вот подобного типа материалами и предметами. В период Казанского ханства город разрастается. Вот это как раз та территория, о которой я говорил. Вот с укрепленным посадом и Казанский Кремль, они занимают около 70 гектаров. А общая территория, где мы фиксируем культурный слой, по нашим исследованиям, его зона распространения, занимает где-то вот 270–300 гектар. При этом возникает вопрос, большой ли это город, с чем его можно сравнить. Здесь очень интересное упоминание у Андрея Курбского, одного из участников штурма города. Он говорит, что город Казань большой. Андрей Курбский – это человек, который ездил по Европе, видел много и других городов, и его свидетельство очень важное для понимания. И при этом он делает еще одну оговорку. Чуть меньше Вильна. Чуть меньше Вильна.